себе? Я начал работать в 25 лет в проектной конторе «Якутпроект». Да, да. Вот вышло постановление, значит, главный корпус строить. Назад. 65 лет назад вы начали работать в нашем университете. Да. Удивительно. Вот эта центральная часть полностью мной запроектирована. Часть, вот этот вестибюль, вот эта лестница, это все сохранилось по моему первому варианту. Ну все вот так вот. Расположение актового зала, спортивного зала, фойе между ними, это все от первого варианта осталось. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые коллеги, студенты. Мы продолжаем серию интервью, которая называется «Северо-Восточный федеральный университет. Мечтатели». Любое дело, любая инициатива, любой проект создается тогда, когда есть какая-то мечта. Мечта, которая делает будущее. И мы понимаем то, что наш Северо-Восточный федеральный университет – это огроменная мечта. Мечта тех, которые поступают сюда, чтобы стать потом специалистами, сделать свою карьеру. Мечта тех, которые работают здесь, преподавателей, ученых, которые надеются на то, что из этих студентов выйдут хорошие специалисты. А мечта тех ученых, которые работают в наших лабораториях, которые надеются, что создадут что-то уникальное, позволяющее потом улучшить жизнь тех, кто живет на Крайнем Севере. Мечта многих миллионов якутян, жителей России, жителей мира, которые направляют своих студентов, которые направляют своих детей, внуков, правнуков обучаться в нашем университете, чтобы получить хорошие знания, опыт, умения и в будущем развивать нашу планету Земля. И мы понимаем, что все создается из мечты. И огромный проект, который называется «Мечта Северо-Восточный федеральный университет», предполагает то, что это мечта очень многих людей. Но всегда все, что имеет свое начало. Мы с вами находимся в главном учебном корпусе нашего университета. Главный учебный корпус, визитная карточка нашего университета был создан благодаря идее, благодаря проекту одного из наших сегодняшних гостей. Человека, который спроектировал, человек, который это создавал, главный учебный корпус. И у нас сегодня в гостях ведущий архитектор того времени, нашего времени, сейчас, отличник профессионального образования Российской Федерации, почетный архитектор Республики Саха-Якутия, Российской Федерации, человек, который имеет специальный приз, профессиональный приз за вклад в развитие архитектуры и архитектурной премии ЭйГе, Станислав Васильевич Данилов. Я очень рад еще раз приветствовать вас. Мы с вами увиделись уже внизу и продолжаем тот разговор, который начали там. Мы сегодня с вами будем говорить о том, как зародилась эта мечта создать вот такой огромный шикарный корпус. Корпус, который является, вот как уже говорю, нашей визитной карточкой. И давайте начнем с того, что в 1957 году вы окончили Московский архитектурный институт. Вы были назначены в Якутск. Да, окончив институт Московский архитектурный, я вернулся в родной Якутск. Вот. Хотя меня хотели послать в Красноярск, но я отказался, сказал, хочу работать на родине в Якутске. А мне говорят, у нас нет подходящей проектной организации, чтобы там архитекторов дипломированного. Я сказал, ну нету сейчас, будет скоро будет. Да. И, короче говоря, меня сюда
в Якутск направили. А здесь, значит, при Министерстве коммунального хозяйства была такая ведущая контора, проектная контора «Якутпроект». На базе этой конторы впоследствии, довольно скоро, организовался проектный институт, и он сохранил тоже название «Якутпроект». Да. А потом уже названия менялись, состав менялись, директора менялись. Да, а я в 60-м году, поработав, значит, с 57-го, 2,5 года чисто архитектором работал в проектной конторе, ряд объектов допроектировал, значит, руководил комплексной застройкой жилых территорий, вот. Но каким-то образом, значит, узнали, что я до института, То есть до поступления в МАРХИ. В техникуме коммунально-строительном учился. Да, вы учились там на строителя, и кончили. меня сначала туда пригласили читать лекции по архитектуре гражданских и промышленных зданий. Вот там. Но это я по совместительству читал. Я продолжал в проектной конторе работать, по совместительству там читал. И когда на техфаке проектировавший, то есть преподававший архитектуру, архитектор Михайлов, значит, договор закончил и уехал обратно в Москву, он же порекомендовал меня преподавать на техфаке. В университете. Да, на техфаке. И в 60-м году я, значит, сюда перешел на техфак, значит, на должность старшего преподавателя. Ага. Да. Вот. И в это время уже вовсю шло, значит, проектирование вот этого главного учебного корпуса, самого большого здания не только для университета. Это получилось, значит, самое крупное здание гражданской архитектуры в городе Якутске. И надо сказать, что в последний год работы в конторе лично я проектировал, значит, первый вариант планировки этого здания. Первый вариант планировки этого здания отличался тем, что боковые корпуса были повернуты внутрь для того, чтобы меньше было сноса жилых домов. В тот момент было очень туго насчет жилищного строительства. Это в 60-м То есть это году. перед корпусом стояли деревянные дома жилые? Да. То есть, когда потом развернул Путинцев, архитектор, развернул эти крылья, то тогда практически, ну не то чтобы вся, а примерно не менее 10 дворов вдоль берега Царского луга были снесены. Вот, мы сами это дело не решались в Якутске делать, а Путинцев, работая уже в Москве, после того, как он 3 года здесь поработал, он, видя московские эти самые здания вот такие, да, вот похожие. Приемы освобождения территории, там сносили 5-этажные дома. Ну, а нам одноэтажная усадебная стройка, это ничего проще, не стоило. Проще. И вот он, значит, так развернул. Но центральная часть вот этого объекта, центральная часть, лестница, вот этот вот портик, который встречает снаружи нас, портик, да. Вот он. Вот, да, вот он, портик, да. Да. Вот этот портик. Это все лично я проектировал еще в первом варианте. И план, и общий вид центральной части весь остался по первому проекту. По первому проекту. Да.
Вот давайте мы чтобы у нас был такой, чтобы потом сохранилось это все, давайте мы сделаем по очереди, вот так. Пойдем чисто вот так ретроспективно, с чего все начиналось и так далее, вот так по годам. Так. То есть вы сперва учились на строителя? Нет, сперва учились же на строителя. Да, На в строителя, техникуме да. на строителя. Окончили на отлично. Да. Это помогло мне поступить в Московский архитектурный институт, потому что там конкурс Наверняка был очень невероятный огромный. для нашего брата. Ага. Мне помогло рекомендательное письмо Совета министров Якутии. Якутской ССР. Ага. Рекомендательное. То есть нам говорили о том, что вы являетесь одним из первых профессиональных архитекторов Якутии. Да, и фактически профессионально дипломированных Дипломирован, да. архитекторов. Ага. Я был один из первых. Мгм. Вот смотрите, вы в 1957 году оканчиваете, вас направляют сюда, в Якутск, вот, и сразу вы поступаете в Якут-проект, а наш университет, он был создан в 1956 году, так? И вы сказали, что в 1956 году было принято решение о строительстве вот этого учебного корпуса. Я не знаю точно о строительстве этого корпуса, когда было правительственное решение, но не раньше, чем в 1956 году и не позже, чем в 1959. Вот. Конечно, постановление о строительстве, хотя и дорогого, так энергоемкого, значит, здания было необходимо для университета, для института тогда. Значит, потому что контингент размещался в нескольких зданиях. Это сейчас, значит, университет, так сказать, мирового масштаба по количеству. А тогда 3 факультета, значит, строители, горняки и геологи, все помещались в здании школы. Конечно, было тесно. Ну и не только это, и другие факультеты. Самое крупное здание тогда было, это бывшее здание реального училища, которое впоследствии пединститут там располагался, факультеты исторические. Это на Ярославского. Да. Вот это было самое крупное здание, и оно, конечно, тоже не удовлетворяло. И поэтому быстрыми темпами велось проектирование вот этого главного корпуса. Причем, как только были запроектированы фундаменты, уже принципиальное решение фундаментов на весьем мерзлоте, я, как знающий, так сказать, строительное дело, запроектировал еще в первом варианте, и по чертежам первого варианта, значит, уже конструкции нулевого цикла были разработаны в рабочих чертежах. И когда, значит, уже по проекту Путинцева вдоль лога, значит, вся вот это, вдоль лога, все здание раскинулось, то одновременно со строительством фундаментов мы заканчивали рабочие чертежи кирпичных стен, стропильных перекрытий. Вот. Все это было, так сказать, почти одновременно. Сейчас найдем, и вот это, да. Вот это, да. Вот я так выглядел. Вот вы были вот так. А это вот тут, во сколько вам лет было? Какой я был молодой и красивый в то время, когда, значит, одновременно совмещал проектирование и преподавание на техническом факультете. Это получается где-то в 60-х годах. Да. Вам лет 30. Да, лет 30. Ага. Говоря о деталях, значит, этого проекта, надо сказать,
что были, конечно, отступления от отступления. От первоначального варианта, который был да. спроектирован. Ну вот отступление такого рода. Здесь, значит, для того, чтобы студенты знали основные, так сказать, этапы развития мировой архитектуры, значит, по типу римских Этих колонн. объектов, Ага. по типу римских объектов, я запроектировал 6-колонный портик, вот таких 12-метровой высоты колонны. И Я их запроектировал в ионическом стиле. да, Вот с такими, мы читали о с том, такими что да, вы капителями. вот так, да? Вот как у меня на этом. Вот здесь, Ага, вот видите? так, да. Ионическая капитель. А почему убрали? Стали тут это же как дорические. Строили, заключенные строили. Строительство было отгорожено забором. Вот туда редко кого пускали. Авторский надзор вел Кузаков Николай. Впоследствии он был министром коммунального хозяйства. Так? И вот он не проследил о соответствии чертежей и вот этого. Он не проследил, а я был так занят этой педагогической работой, что вообще туда, не, как бы сказать... То есть спроектировали, ну и дальше пусть строят. Да? В полной уверенности, что строить будут точно по чертежам. Более того, вот сейчас мы видим это здание с фронтоном, а запроектирование оно было, вот этот, в смысле, портик, был запроектирован вот так вот, с таким завершением. Завершение аттиком. Завершение аттиком характерно для римской архитектуры, эпохи Римской империи. Конечно, это далекое, так сказать, от нас время, но я хотел, чтобы студенты имели иллюстрацию. Иллюстрацию, да, в натуре, иллюстрацию в натуре. А вот скажите, а почему вот тут колонн 6, а не 4? Ну, Из чего-то исходили же, да? Да, 6 колонн, это, так сказать, Это классика. По размерам, по пропорции размеров высоты и ширины, тут понадобилось 6 колонн, потому что высота была 3 этажа, 3 этажа, ну цоколь тут 4 этаж, и при этой высоте протяженность пропорции портика требовали 6 колонн. И каждая колонна, она вот против простенка. Против простенка. Понятно. И поэтому 6 простенков закрыто было. И поэтому 6 колонн. Ну, кстати сказать, 6 колонн и для греческой архитектуры характерно. Вот. Например, знаменитый храм Геры в Пестуме, 6 колонн. Более знаменитый храм Парфенон, там 8 колонн. Но для 8 колонн уже места не было. Более широким был. Да, для 8 колонн места не было. Надо было фойе, которое шире, чем портик. Этому фойе надо было естественное освещение. По строительным нормам надо было естественное освещение обеспечить. Вот такого рода детали проектирования уже соответственно нормам. А мне еще есть вопрос. Посмотрите. Вот тут сзади есть Сергей. Это тоже вы придумали? Нет, Сергей это позже было. Позже, то есть Вот эти изначально Сергея не было. Были только вот эти 6 колонн. Да. Сергей, между прочим, очень удачно Сергей поставлены, вот эти приставлены к стене, Сергей удачно, потому что при таком ракурсе колонны закрывают окна, и вроде бы никаких деталей тут больше не видно. А благодаря тому, что есть Сергей,
еще обогащается внешний облик. То есть как бы открывается второе дно. Да, так же, да? да. А вот тогда, вот вы начали было говорить о том, что вот тут оно было, высота была вот такая, на уровне третьего Да. этажа, да? Да. И раньше вот этого фронтона не было. Да, подобное вот этим окнам, вот здесь вот были окна, и они обеспечивали освещение этого фойе. Ага. Вот. А когда фронтон был поставлен, то уже обеспечение, недостаточное освещение было. А вот скажите, изначально сам корпус, он так и был спроектирован четырехэтажный. Да, изначально четырехэтажное. Это мы подсчитали по нормам кубатуру тех помещений, которые были заданы нам технологическим планом, технологическим заданием, которые мы собрали от факультетов. То есть перед тем, как проектировать, вы собирали Да, предложения от факультетов? Да, на начальной стадии проектирования, когда мы только документы получили, мы сразу запрос сделали, как работники проектной конторы. Значит, административной работой руководил Бондарев Иннокентий Николаевич. Вы говорили. Ага. И он запросил как раз со всех факультетов задания, какие помещения, какие лаборатории, сколько аудиторий они просят. Вот. Но там мы по точности аудитории уже сами, так сказать, это проектировали. Да. И уже на первой стадии, на стадии этого первого варианта плана, который лично я создавал, уже эти вопросы технологического плана и состава помещений факультетов было учтено. Станислав Васильевич, вот когда вы проектировали вот наш корпус, главный корпус, да, вы смотрели какие-нибудь проекты у других университетов, скажем, в Советском Союзе? Была литература, изданная Гипервузом, вот. Но она была не нормативная. Она была, да, как осуществленные проекты. То есть как бы просто обзор того, что было сделано. Но эти осуществленные проекты, они, как сказать-то, один к одному не подходили. И поэтому мы руководствовались именно потребностями наших факультетов. Понятно. То есть это изначально он как бы спроектирован только конкретно для Якутского университета. Да, то есть да, это не откуда-либо общий такой типовой, а вот именно вы взяли свой вариант. Это, например, при проектировании театров, например, можно пользоваться предыдущими проектами, потому что там у театров, в зависимости от вместимости главного зала, на 300 мест, на 500 мест, на 1000 мест, уже набор остальных помещений типовой. А здесь типового решения не было, как индивидуальный проект. То есть это получается вообще уникальное здание. Да, совершенно не типовое, то есть конкретно для нас. И вот вы сказали, что вы смотрели то, что корпус он строится на вечной мерзлоте. Учитывали, да? Да, конечно, да. А как конкретно, что вы применяли или что-то, Видите, кроме того, что с вами? Ведь благодаря тому, что я уже в строительном техникуме познакомился со стороны азами проектирования фундаментов на вечной мерзлоте, из двух возможных вариантов, из двух возможных вариантов, вот он, без фронтона. Ага. Вот он, без фронтона. Да. Вот так хорошо отражалось в воде Царского лога наше, главное здание 200-метровой длины
более 200 метров. Да. И наш корпус, он был самым крупным зданием, Гражданским да, гражданским зданием аж до 80-х Ну, почти годов. промышленное это здание крупное, вот ЕЦЭС Ага. было и другие. А гражданское здание самое крупное, вот оно. Ага. Вот я как-то так не представляю, что вот это вот крыло, вот оно было вот так наискосок. Да, да, да. Ага, То есть вот тут полностью изначально самого варианта, первого этапа, Вот как вы это- спроектировали, вот центральная вот часть, эти она были стоит. повернуты. Вот это все осталось, как оно было. Да, да. Ясно. Ага. Вот смотрите, обычно же получается так, что во время строительства где-то что-то меняется. Ну вот кроме того, что вот выпрямили эти крылья, что еще, что-то поменяли? Других это принципиальных изменений не было. То, что фундаменты в дальнейшем были усилены, это связано с Оттайка, видимо. с Вещей таким, мерзлотой. как сказать-то, не то что сильно аварийным, но событие было. Да, вот тут там делали, да. здорового фасада появилась трещина большая. И одно крыло, значит, здесь вот так вот просело сильно. И лестничная клетка, вот вторая, дополнительная лестничная клетка, их 3 лестницы. Здесь главная лестница, здесь, значит, боковые лестницы. И вот эта боковая лестница упала. И нас выселили всех, значит, ну, одно крыло продолжало работать, а вот наше крыло, где находились технические факультеты, нас в здание пединститута бывшего переселили. Ага. Здесь целый год ремонтировалось здание. А фундаменты вот по этой части были заранее укреплены. Через 2 года эксплуатации здесь вот появились трещины в нижней балке, в рандбалке, появились трещины. И поэтому здесь были укрепительные работы. Значит, место, где рандбалка, самая нижняя балка железобетонная, опиралась на колонны фундамента, в этих местах сделали так называемые вуты, железобетонное усиление. Который до сих пор стоит вот эти вот. Да, Понял, да, да. и до сих пор стоит. А вот скажите, вы спроектировали, начали проектировать в 1957 году, нет? Нет, Позже? в 59-м. В 1959 году начали проектировать, а строить когда начали? Да, пожалуй, что в конце 60-го года Уже начали строить. Да, уже начали фундаменты делать. А вот скажите, но для того, чтобы начать стены строить... возводили уже Позже. 61-й, 62-й год, Ага. 63-й. А вот скажите, все равно же для того, чтобы начать строительство, нужно было где-то защищать. Вы где-то, наверняка же, проект защищали? Просто так же не может быть. Все, я придумал и начинаю там строить. Где-то экспертизу проходил. Защита проекта в Гипровузе Не знаю, где. Ага. провел Путинцев. Провел защиту проекта. Ага. А здесь у нас уже, так сказать, мы частями, значит, здесь в проектной конторе мы отдельно утверждали, значит, план фундаментов, отдельно утверждали, значит, это строительную коробку, вот, отдельно перекрытие над крупными, над залом, и над спортивным залом, и над То есть поэтапно, да. поэтапно То делали, есть да? поэтапно. То есть строили, и вы поэтапно делали следующий этап, и уже... понятно. И все это было сделано для ускорения. Ага. Огромная нужда была в этих самых, в производственных помещениях, и поэтому отвлекаться на то, чтобы
анализировать, как это сказать, проект, готовить к защите, проходить защиту. Не было такого роскоши по времени. Понятно, то есть спешили, Ну, это, спешили, да. А вот скажите, вы же, Станислав Васильевич, вы сказали о том, что какую-то часть, и притом значительную часть, тут строили заключенные, да? Да, стены. А, Всю коробку, ага. всю кирпичную коробку, всю возводили заключенные. И поэтому вот это было закрыто, и вы не видели вот эти, как делают они колонны. Да, да. А, Ну, если бы я предполагал, что отойдут так сильно от чертежа, то я бы нашел способ зайти и посмотреть. Но я был увлечен вот это. Преподавательская деятельность. Наша школа, в которой значит, наш факультет находился, ага. она по ту сторону Белинского улицы. И сюда я не приходил. Понятно, было понятно, такое. понятно. Если бы я ходил каждый день, то я бы нашел, так сказать, момент, когда, значит, можно было вмешаться. А потом я вот доверял Коле Кузакову. Мы с ним были знакомы. Он тоже молодой был, да? А? Он тоже молодой был. Да, он был молодой. Он министром коммунального хозяйства стал уже, когда уже здание было построено. А вот скажите, там, получается, вы сдавали проекты, там строили параллельно, и вы не могли отследить то, что, как они идут, так, да? Да, я не мог, физически не мог это, так сказать, осуществить, поскольку авторский надзор был получен другому человеку. А вот в конце, обычно у нас же принято, когда всегда все мы идем на субботники. После как строители построят, да, и мы берем студентов и идем делать субботники. Тут субботники были? На этой территории субботников не было. Удивительно. Нашего факультета не было. Не знаю, может быть, не было. Видимо, это было связано как раз с тем, что основные работы делали заключенные, и поэтому типового, как говорится, участия, традиционного участия общественных не было. Понятно. И вот вы первый раз увидели колонны, совершенно не те. У вас шок, наверное, был. Ну, я был доволен тем, что хоть так построили. Да. Это, смотрите, Станислав Васильевич, это вот это здание ГУКа, это был ваш первый объект? Нет. Или были уже до этого другие объекты? Да, у меня раньше, чем закончился этот проект, в городе жилой дом Лурпа. Потом, Лорпа, который, за Леной, да. Здание Госбанка. Который на Кирова? Это ваша работа? Да. Совместно с архитектором, значит, Храпуновой. Там тоже же эти колонны есть? Да, есть. То есть... Но это уже, так сказать, ваша фирменная... Уже более современная. Тут я старался классические пропорции, а там современные. Да. Ну, короче говоря, в городе были объекты еще. И они были раньше закончены, потому что это было большое, громоздкое. Требовало, можно бы, с точки зрения количества кирпича, это здание поглощало всю продукцию Покровского кирпичного завода. То есть, из Покровска привозили сюда? Покровский кирпичный завод. Завод. Сайцарский завод, и вот здесь по Вилюйскому, по Маганскому тракту,
эти давали кирпич на другие стройки, Объекты, ага. а продукция Покровского кирпичного завода вся шла сюда. Там А, к этому времени запроектировали так называемая печь-малютка, хотя это была совсем не малютка. Да. И вот ее производство было сюда. а, Ну, ясно. времена были такие, производственные мощности несравнимы с тем, что сейчас происходит. Сейчас ДСК, панельное Ну вот строительство. да. Да, а тогда все только начиналось. В смысле, крупное строительство только начиналось. И предыдущим крупным объектом был только ИЦЭС. И это было первое промздание на Вечной Мерзлоте. Значит, академик Цитович со своей командой и весь группа инженеров, вот, они все там. И, кстати, тот проект, тот объект, значит, ЕЦС, он был закончен в 1937 году, был закончен. А, 37-м, Да. когда вам было 5 лет? Да. Да, вот так. Ага. В смысле, на Вечной Мерзлоте. Но здесь на Вечной Мерзлоте, конечно, крупные объекты строились. Вот, школы строились на железобетонных фундаментах. Значит, и вообще на строительство капитальных зданий на Вечной Мерзлоте – это, так сказать, отдельная тема. А, ну, конечно, отдельная тема. А вот скажите, вы же первый кандидат наук архитектуры, Да, кандидат да. архитектуры. Вот тема у вас какая была? Планировка и застройка населенных мест Центральной Якутии. Потому что, значит, говорить о гражданских объектах как таковых не хватало материала. И поскольку с вопросами градостроительства я был знаком уже по содержанию преподавания, я преподавал не только, значит, это архитектуру гражданских зданий как конструктивные решения, но и дисциплина основы градостроительства в программе была у нас. И я преподавал эту дисциплину. И поэтому с основами градостроительства я был знаком и знал проблемы республики в смысле планировки населенных мест, о том, как надо было укрупнять населенные пункты, какие объекты своим значением влияли на комплексность обслуживания населенного пункта. Вот, например, я сформулировал в этой работе один раздел, как средняя школа влияет на контингент населения изолированного населенного пункта. То есть на состав населения, на численность и так далее? Да. Потому что без этого были так сказать комплексные школы. Это как-то не полные школы в сельских населенных. Короче говоря, особенности сельского строительства были в отдельную главу в диссертации выделены. И отдельная глава была «История возникновения и развития столицы города Якутска». Там вы указывали про наш корпус? Ну, нет, такие отдельные Не объекты не было. Диссертация, она же довольно такие фундаментальные положения выявляет. Основные закономерности, да. Общие тенденции о том, насколько повышается средняя этажность крупного города, сравнительно крупного города. И вообще, какой город
в наших условиях считать крупным, какой средний, какой малым. Это все тоже надо было подсчитывать, доказывать. Вот у вас, Вот, получается, и сейчас актуальная работа. Крупные, малые города, актуальность она сохраняется же. Да, да, да. Сейчас, например, идет такая тенденция о том, чтобы ограничить рост крупных городов Мгм. и развивать вот эти средние при промпредприятиях и малым городам дать достаточно внимания. Да, это сейчас, она, конечно, не заменяет собой все вопросы градостроительства, но существенной частью идет. Да. А вы? Ну и вот там были аспирантуры здесь у нас поблизости Нет. не было. Я состоял в аспирантуре заочной Новосибирского. Госуниверситета или архитектурного? Новосибирского. Тогда это не университет назывался, а тогда это был Новосибирский инженерно-строительный институт. Ага. Ага. И вот там, значит, туда я ездил, будучи заочником, ездил туда с этапами, с разделами диссертации. Ага, с главами Да, диссертации. да. Ага. Минимум там сдавали. Да, минимум по специальности я там сдавал, а минимумы по философии, по иностранному языку здесь сдавал, в Якутске. То есть у нас можно было Да. в нашем университете. Да, да, да. Это вы в каком году защищались? В 73-м, А, в 73-м году, да. 1973-м. Понял. У нас первая аспирантура, она появилась в 61-м году. То есть через год вы как бы Да. начали работать. Нет, притом это, ну да, чтобы сдать, значит, эти минимумы кандидатские, я уже обратился сюда, в нашу аспирантуру. Но по архитектуре ты Да, уже... да, конечно, по специальности. А я думал, что вы в Москве защищались. В Москве, думал, у себя вы Да, не... да, да. Когда я уже закончил и предварительную защиту прошел в Новосибирском, значит, руководителя, доктора архитектуры Щепкова, я попросил, говорю, можно мне защищаться там, где я учился, в Московском архитектурном? Пожалуйста, пожалуйста. И у него там личные знакомства были. Он куда-то позвонил, сказал, согласовал, и я уже туда поехал. И второй раз предварительную защиту прошел в Московском архитектурном институте, и на следующий год уже окончательно защитил диссертацию. А один из оппонентов у меня был Сафронов здешний. А вот скажите, вы... Доктор истории. Да, понял. Вы же начали работать у нас в 60-м году. Вы в это время еще, кроме работы преподавателем, еще в проектной компании работали? 2-3 года примерно я еще продолжал проектировать наряду с педагогической работой. Ну, а потом уже каким-то образом у меня, ну, во-первых, учеба в аспирантуре, потом проектная, педагогическая работа прибавлялась постепенно с контингентом. Контингент увеличивался. Он увеличивался, да. Количество часов увеличилось. Это сейчас количество часов сокращается. А в то время у меня количество часов увеличивалось. Понятно. Вот смотрите, когда вы аж с 60-го года по 2019 год работали у нас. И преподавателем. У нас работали, в ЕГТ работали, да? В ЕГТ я работал с 2000 по 2010 год. И в 2010 году архитектурно-строительный факультет из ЕГТ
обратно пришел, Обратно пришел на сюда? техфак. Да, 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 И я да. продолжал на техфаке работать. И на техфаке я работал до своих 87 лет. Это какой год? Да, Это 19, 2017, что ли? 19. 19, 19 год, да, 19. 2019. Ого. До 87 Много лет. работал. Много получилось. Мне в свое время можно было идти на пенсию. Я прихожу, значит, к декану. Вот, отпустите меня. Нет. Терентьев Ты начал еще говорить нет. Да. поработай, мы тебе еще замену еще не нашли. Ага. И я порадовался. Но постепенно нагрузка сокращалась у меня. То я был на полной ставке, потом, значит, последние годы работал я на полставки, а самый последний год я работал вообще на четверть ставки. Ну правильно, постепенно. 87 лет на полную ставку, это же Ну, не. это тяжело же, тяжело. На полной ставке я работал примерно до 80, ну, или до 75 лет. Ой-ой-ой, на полной ничего ставке. себе. Ага. Станислав Васильевич, вот мы, когда мы решили то, что будем у вас брать интервью, начали готовиться. И вот ребята, которые обучаются в магистратуре по специальности туризм, они подготовили очень много вопросов. Я задам эти вопросы, хорошо? Да, пожалуйста. Чтобы посмотрю, чтобы не забыть. Давайте. Вопросы будут не. Я отсюда буду выбирать, чат же задал уже, поэтому вопросы. Ага, вот. А как вас утвердили архитектором-проектировщиком вот этого ГУКа? Вот Почему это- именно вас утвердили и как утвердили? Да. Значит, в проектной конторе, значит, до того, как прошло задание на этот проектный конторе, до этого архитекторы московские были в проектной конторе. Это, значит, Путинцев Эдуард Петрович, Шустваль Вилен Григорьевич. Когда они работали последний год, уже прибыли из Москвы мы с Духановым. Да, вы так? вдвоем, да. Ага. Ага. Данилов, Суханов. Да. Но эти-то как раз уехали, и вот мы остались двое. Ага. Суханов и Данилов, дипломированные архитекторы. Но Суханов был уже, так сказать, задействован в проектировании гражданских объектов. Значит, здание главпочтамт, Который сейчас стоит, который этот сейчас вот, да. на площади. Да. Потом, значит, эти комплекс зданий Министерства внутренних дел, Ага. вот, КГБ, здание наверное, геологоуправления, А. вот эти вот крупные гражданские здания. В центре, Значит, который, да. ага, он был уже занят. Ага. А я занимался планировкой кварталов деревянного строительства. То есть я был более как свободен, и поэтому мне поручили вот этот проект. Ага, понял. А потом вы же не только, вот получается, главный корпус сделали, вы стали ответственным, главным по генплану всего университета. Да, всего университета. Входили такие объекты. Вот строился этот, значит, главный учебный корпус. Одновременно строился энергетический узел, котельная с мастерской. Ага. Котельная с мастерской. Прямо за за дворовым фасадом, прямо близко. Вот там. Да. Вон там, да. Ага. Вон там Да, котельная. да. И котельная, и мастерская, большая мастерская, вот это энергетический узел. Потом строились общежития, их надо было запроектировать тоже на месте этих, ну, во-первых,
двухэтажное общежитие, надо было как-то было Вот эти устроить. деревянные, Деревянное. Ага. Тогда в вот первом, которые тоже за этим да, корпусом в до главного первом корпуса. варианте генплана стояли еще деревянные эти общежития. Потом уже, значит, проектировался плавательный бассейн. Плаватель-бассейн. Он входил, значит, в этот наш Генплан. генеральный план. И столовая на углу. Столовая. Это, потом его перестроили. Видимо, тогда она была, Вот столовая тогда, была деревянная, да? Вот этот перечень вот этих проектов, Ага. это все входило в первый генеральный план. А, А потом уже генеральный план включил уже все остальные здания. Уже когда я отошел от этого дела и когда уже этим вопросом генерального плана университетского городка уже занимался проектный институт. В проектном институте там уже... Это в каком году вы начали генплан делать? Ну, Параллельно, то есть это где-то 59-60 годах? Нет, вот с этим, с проектированием этого здания еще генплана как бы не было, но когда оно строилось, уже генплан в 62-м, 63-м году был уже мне поручен генплан. И это уже поручил мне, генплан уже мне поручало руководство университета. Это как бы так же, как существует строительство хозспособом, так же существует проектирование хозспособом. У нас было студенческое проектно-конструкторское бюро. Было. Его созданием руководил Бондарев Иннокентий Николаевич, который уже до этого, значит, общее руководство здесь осуществлял. Вот. Ну и поэтому в университете как бы собственный небольшой коллектив проектный был. Понял. На факультете. А потом уже, когда первые работы по генплану уже были сделаны, то поскольку это дело ответственное и с большим комплексом изыскательских работ связано, поэтому взял проектный институт. Все, ясно. Тему Ага. себя. Тогда еще один вопрос. Вы закончили в 57 году в МАХИ. В 57 году. С вами учился Андрей Вознесенский. Да. Он ваш однокурсник? Что? Он ваш однокурсник? Однокурсник. Однокурсник, но с ним более тесную связь имел как раз наш Суханов Нарбан Валентинович. Да. Они были из одной группы. Я там был в 6-й группе, вот, а они были во 2-й группе. Вот, и они связь уже дружескую лучше имели. И когда Вознесенский приезжал сюда, в Якутск, он как раз контактировал с Нариманом Сухановым. Значит, Нариман Суханов у себя на даче устроил прием. Вы там были? Меня позвал. Конечно. Да. И мы с Вознесенским уже купались в озере Сергеляхском. Ночью купались. Пошли купаться. Нас отправил Нариман, говорит, идите искупайтесь. Ясно. Станислав Васильевич, у нас вот как бы цикл вот таких интервью, да? И в конце есть очень быстрый вопрос, быстрый ответ, блиц-опрос. Ладно? Я задам эти 4 вопроса, которые задаем всем. И вам, соответственно, тоже оттуда же задам. Вы начали работать, первый вопрос, вы начали работать преподавателем нашего университета в 60-м году. Да. Сейчас на дворе 2025. Вы закончили педагогическую деятельность в 2017 году, в 2019 году. Вот как отличается и чем отличается студент 1960 года от студента 2020-х годов? Коротко. Значит так, студенты
ранних лет были больше ориентированы на непосредственную работу на стройплощадках. Ага. Я и говорю про свою специальность. Вот. А студенты нынешние, они уже участвуют в междугородних конкурсах Ага. и уже, так сказать, имеют опыт такого Более широкого. современного проектирования. Ага, понятно. Теперь вопрос. В 60-м году каким словом можно охарактеризовать университет того времени и каким словом можно охарактеризовать университет СВФУ 25-го года? Ну, в начале своего существования он был как большой пединститут. Ага. Вот. И как-то он был, так сказать, более приземленный. А сейчас это университет международного уровня. Вот. И цели ставят перед собой факультеты, соответственно, своему профилю, более не широкие. сказать глобальные, но более Широкие. российского масштаба. Ага, хорошо. Вот смотрите, цикл интервью называется «Мечтатели». И вопрос такой, какая ваша главная мечта, как архитектора, который создавал корпус университета, как преподавателя университета, сбылась тут? Ну, мечта такая, значит, чтобы на строительном архитектурном направлении, чтобы продолжали связь с классической архитектурой, значит, и одновременно, так сказать, смело участвовали бы в таком виртуальном проектировании. Не то чтобы совсем отрываться от земли, но, в общем, иметь более высокие задачи. Да, более высокую планку задач. Ага, хорошо. И последний вопрос. У вас есть мечта сейчас? У меня Да? личная моя мечта дожить до 100 лет. Отлично, отлично. Вот тогда вот как раз на этой ноте до 100 лет, что вы дожили, дальше мы закончим наше интервью. И так как вы учились вместе с Андреем Вознесенским, я хочу зачитать из его стихотворений. Одно, маленький кусочек. «Я осуществляю в стекле и металле, о чем вы мечтали, о чем не мечтали. Я со скамьи студенческой мечтой, чтобы здания ракетой 100-ступенчатой взвивались в мироздание. Я вам желаю, чтобы ваша мечта сбылась, чтобы наши мечты сбылись, и чтобы наш университет дальше развивался. Вы были здоровы, и ваши планы еще дальше было их много, и они были реализованы. Спасибо. Мы сегодня встречались со Станиславом Васильевичем, человеком, который создал современный облик нашего университета. Благодаря вам мы живем, работаем, учимся в Северо-Восточном федеральном университете, в этих шикарных корпусах, основу которого составляет главный учебный корпус. И от имени всех тех, кто сегодня здесь учится, кто сегодня здесь работает, я хочу сказать
вам огромное спасибо за главный учебный корпус нашего университета, за наш университет. Спасибо! Спасибо всем за внимание, да, и всем пожелания, так сказать, вложить все свои способности, значит, в процветание университета и республики. Спасибо.